Сегодня в России День памяти и скорби. Ровно 83 года назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная и разрушительная в истории страны. А 20 лет назад, в ночь на 22 июня, на Ингушетию было совершено нападение банды Басаева. В ту ночь погибли около сотни человек, в том числе мирные жители. Больше сотни были ранены. Памятные акции ко Дню памяти и скорби сегодня проходят во всех городах и районах Ингушетии. На мемориале памяти и славы в Насыркорте прошло мероприятие, посвященное двум памятным трагическим датам. Почтили память погибших правоохранителей и ветеранов Великой Отечественной, первые лица республики, родные и близкие погибших сотрудников, представители общественных организаций, духовенства и молодежи. А здесь прошла церемония возложения цветов к вечному огню, а юные патриоты вышли с портретами героев. Глава региона, обращаясь к жителям, отметил ратные подвиги ингушей, участников Великой Отечественной войны, сотрудников правоохранительных органов и участников СВО, которые продолжают дело своих дедов и прадедов, борются за свободный мир с национализмом и фашизмом. Каждый период нашей жизни, нашей страны мы переживаем каждый раз. Горькое, огорчающее нас событие. 83 года назад, без объявления войны, немецко-фашистские войска перешли границу и напали на нашу родину. Около 30 миллионов жителей нашей страны погибло. Военные, ну а также погибли и много в тылу обычных людей, простых, которые не несли с собой никакую угрозу. И цинично в 2004 году, цинично, в такую же дату, с 21 на 22, бандиты, террористы захватили некоторые посты, вооруженный склад МВД, и погибли сотрудники. Во-первых, наши местные милиционеры. С другой стороны, откомандированные от Камчатки до Калининграда. Нетерпимость общества должна быть тем людям, которые нарушают закон. И тот период, когда напали на республику, в последующем были процессы и отголосок сегодня тех, которых осудили на многие года лишения свободы, они поднимают голову. Сегодня мы в этот скорбный день должны не забывать каждого ребенка, маму, которая осталась без сына, жену, вдову, которая осталась без мужа, без отца, которые остались дети. Мы должны сегодня думать, и каждый глава района, города, это не только правительство, мы это делаем и будем делать, но каждый человек, тем более при власти, депутатский корпус, должны знать каждую семью. Переоделись в камуфляж, нацепили какие-то повязки и просто расстреливали. Расстреливали. И никогда прощения не будет Басаеву, его банде, которая сюда зашла. И мы должны знать, и должны к этому относиться серьезно. Для нас они враги, потому что они просто приходили, останавливали. Ну и там же и гражданских расстреливали. Не только военных или МВД, или даже человек в администрации работает, ветеринарную службу несет, его тоже, потому что он, видите ли, на государство работает. Столько вреда, убийств они принесли нам. Поэтому сегодня мы должны сказать спасибо тем ребятам. На первом плане стояли сотрудники МВД. Их поэтому и погибло больше всех. Поэтому мы должны помнить о них. Сотрудники ФСБ. И знаете, вот
деление – это наш, не наш, они все наши. Они защитники нашего Отечества, Россия. Где бы ни был, он сотрудник федеральной службы. Я имею в виду МВД и прокурор, и все. И они оказались на переднем плане. Мы сегодня должны в каждой школе, в каждом классе донести не просто формально урок мужества. У нас все идет правильно. Но мы должны проникнуться, чтобы ребята осознали, чтобы они пример брали с героев, а не с тех, кто хорошо на машине катается богатой или дома понастроил. Не на них равняться. Мы же верующие люди. Вен хадан русма хочет дивень. Хочет даст делать еще и дали. Ну, почему тогда мы идем в другую сторону? Поэтому сегодня скорбь из-за нападения столько погибло. Мы в следующем году будем праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сегодня уже надо. Я очень благодарен нашим поисковикам. Я благодарен музеям. Я каждому жителю, особенно Энерки Бахрыш, вот Малгобек, да и каждый. Мы сегодня должны гордиться своими детьми, кто постарше, братьями, отцами, которые отдали жизнь. И не забывать их. Сегодня СВО. Тоже, опять же, наши воины, наши ребята, как и вся страна, стоят на стратегических границах нашей Родины, Россия. И сегодня фашисты подняли опять головы. Как и в 1941-м, как и в 2004 году. Чем отличается террорист от фашиста? Человеконенависть. Пришли, просто-напросто расстреливали. Царя. Но сегодня мы должны, каждый на своем месте. Ученик должен учиться на пятерке. Работник должен выполнять свой план сверх. Чиновник любого ранга должен делать свою работу и должностной регламент свой выполнять. Это и есть сегодня, если мы не на передовой, это и есть сегодня наш вклад в победу и солидарность, чтобы мы были интегрированы в друг друга. Мы разные, но мы вместе. И Владимир Владимирович Путин, он всегда, вы знаете его высказывания, они настолько продуманы, они глубокие. Он говорит, мы в Конституцию внесем традиционные вещи, религию, да, обычаи. А нам говорят, не надо, границ не надо, одевайтесь во что хотите, можете без одежды ходить. Разложение общества идет. И на это все соцсети работают. И послушайте этих горе-либералов европейских. Они нас ненавидят. Вы должны понять, улыбаются, но у них в рукаве оружие, чтобы нас убить. И нам кажется, это где-то далеко. Это нас не касается. Это нас не коснется. Неправда. Неправда. Дойдут они, если их не остановят наши бравые ребята. И они все герои. Я каждого призываю сегодня, в этот скорбный день, сказать, нас не победить. Нас никогда не побеждали, не победят. Поэтому я желаю процветания нашей большой родине, Россия, нашей родине в составе Российской Федерации, Ингушетии и в целом благополучия, радости, чистого неба над головой нашим жителям и жителям всей нашей России. Самое главное сегодня, что мы помним
и будем помнить. И вот стоящие дети, они тоже на примере старших, повзрослев, будут это делать. Баркалхалча. Спасибо.